Добрый вечер, Республика! В эфире детские новости. Новости для тех, кто не раз слушал от родных фразу «подрасти сначала». В студии для вас работаем мы, Хадижа Акаева и Абдулмалик Мадаев. Дорогие друзья, в этом выпуске программы мы поговорим о новогодней пиротехнике, проще говоря, о петардах, салютах и фейерверках. Как ярко и шумно встретить Новый год без риска для здоровья, расскажет наш Абдулмалик. В рубрике «Большое интервью» вас ждет встреча с самым главным героем наступающего праздника – Дедом Морозом. Сложно ли работать с детьми и о каком подарке мечтает Дед Мороз, вы узнаете очень скоро. Свою порцию новогоднего настроения добавят наши маленькие эксперты. Праздничные пожелания от самых маленьких. Не пропустите, это будет интересно. Ну а в самом конце программы мы подведем итоги нашего новогоднего конкурса и представим вам победителя. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Подготовка к новогодним праздникам почти всегда включает в себя покупку пиротехники. Разве можно представить Новый год без бенгальских огней и красочных фейерверков? Без всех этих визжащих и свистящих штучек? Просто сказочная красота. Но есть одно маленькое но. Даже с обычными средствами пиротехники нужно обращаться очень аккуратно. Продажи новогодней пиротехники начинаются за несколько недель до самого праздника. На прилавках огромное количество петард, ракет и салютов на любой вкус и цвет. Помните, что инструкция по применению на коробке должна быть на русском языке. На ней должно быть написано, как правильно поджигать пиротехнику, на какое безопасное расстояние нужно отойти, чтобы неприятностей не произошло маленьким покупателям и их родителям нужно быть очень аккуратными. Знаешь, Абдулмалик, к счастью, у нас в республике за последние годы случаев каких-то чрезвычайных ситуаций или пожаров в период проведения новогодних праздничных фейерверков не зарегистрировано. Но, к сожалению, если брать всю Российскую Федерацию, то такие случаи имеют место, и органами надзорной деятельности МЧС России проводится профилактическая работа, чтобы не допустить таких случаев. Ну а граждане республики в первую очередь должны соблюдать требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Какие это требования? Требования очень простые. Во-первых, нужно использовать только сертифицированную продукцию, которую необходимо приобретать в специализированных магазинах по продаже пиротехнических изделий. При этом необходимо отметить, что пиротехнические изделия разрешается запускать лицам, достигшим 18-летнего возраста. А что, бенгальские огни и хлопушки, ими тоже нельзя пользоваться? Нет, бенгальские огни и хлопушки – это та продукция, которая разрешается использовать детям, можно пользоваться, да. Даже обычную хлопушку лучше не использовать в помещении. Еще аккуратнее нужно обращаться с петардами. Не стоит недооценивать их мощность. В интернете можно найти немало роликов, которые наглядно это подтвердят. Запускать пиротехническое изделие нужно в месте, где рядом нету никаких взрывоопасных, пожароопасных каких-то объектов, деревьев. Запрещается использовать пиротехнические изделия с балконов, с лоджий. На открытой площадке зрители должны находиться желательно в 30-50 метрах от места запуска пиротехнических изделий. Нужно четко понимать, где у этого пиротехнического изделия верх, где низ. Зажигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Нельзя ни в коем случае наклоняться над изделием, подходить к нему близко, зажечь и отойти. Если по каким-то причинам пиротехническое изделие не сработало, в течение 10 минут запрещается к нему подходить. Ребята, помните, даже самые дорогие и качественные салюты могут не сработать. Нельзя их трясти и вновь поджигать фитиль. Это очень опасно. В целом, правила по хранению и использованию пиротехники очень просты. Нужно лишь только не нарушать их. Тогда красочное празднование Нового года уж точно ничто не омрачит. А мы продолжаем. За этот год героями нашей рубрики «Большое интервью» становились самые разные люди. Да,
И министры, и ректоры институтов, и главные врачи больниц. У них у всех очень сложная и ответственная работа. У нашего сегодняшнего героя работа тоже очень сложная и интересная. И если кому-то кажется, что раздавать детям подарки это проще простого, то поверьте, вы ошибаетесь. Наша Хадижа лично убедилась в этом, пообщавшись с главным Дедом Морозом нашей республики. Дедушка Мороз, спасибо большое, что нашли время, чтобы пообщаться с нами. Мы знаем, что в это время вы очень-очень заняты. Скажите, а каждый может стать Дедушкой Морозом или его помощником? Знаешь, Хадижа, не могу точно сказать, может ли каждый стать Дедом Морозом, но для этого должно быть очень огромное желание и любовь к детям, безусловно. Мне так кажется. Вот скажите, а с кем работать сложнее? Вот с нами, детьми, или же со взрослыми? Скажу тебе откровенно, работать с детьми всегда очень легко, чем со взрослыми. И знаешь почему? Потому что дети всегда искренни. Если ты хочешь знать, почему труднее со взрослыми, как мне кажется, мы, повзрослев, теряем то, наверное, детское отношение к жизни, наверное, мне так кажется. А ребенок, он всегда ребенок. А какое событие, какое мероприятие запомнилось вам больше всего? Было что-то совсем необычное? Ну, знаешь, я припоминаю позапрошлый, если Дедушка Мороз не ошибается, Новый год на нашей елке, на нашей главной елке. Это было ближе к 12 часам. Уже мы ждали все куранты. Вот-вот они начнут бить куранты. В это время мы сами, никто не ожидал, вдруг появляется наш глава, уважаемый Рамзан Ахматович, в таком же облачении, как и Дед Мороз. Понимаешь, вот это было очень неожиданно. И с ним были известные певцы из России. Вот это был и для нас, и, по-моему, для всех нас был такой прекрасный сюрприз. И неожиданный сюрприз, я бы сказал. Вот скажите, только честно, что бы вы сами хотели получить в подарок на Новый год? Оставаться всегда в душе молодым, быть всегда немного ребенком. А что бы вы хотели пожелать нашим маленьким телезрителям в наступающем Новом году? Конечно, я бы хотел пожелать нашим маленьким гражданам нашей республики, чтобы для них всегда светило солнце, чтобы для них всегда рядом была мама, и чтобы небо всегда было светлое и мирное, и чтобы сбылись все их мечты и желания, Хадижа. Спасибо за такие добрые пожелания. Счастливого вам встретить Новый год. Вам тоже взаимно желаю всего наилучшего. Приходите на нашу новогоднюю главную елку, и мы там от души повеселимся. А может быть, еще Дедушка Мороз подарочек преподнесет неожиданный. Да, трудно все-таки быть Дедом Морозом. Работать с самыми маленькими не каждый сможет. Дети – это же дети. Ну да, ты-то, конечно, совсем большой. Мне уже 10 лет вообще-то. Заметь, нашим маленьким экспертам в 2 раза меньше, но работать с ними одно удовольствие. За этот год ребята славно поработали, и поэтому накануне праздников мы решили дать им отдохнуть. Сегодня никаких вопросов, никаких ограничений. Наконец-то ребята смогут сказать все, что хотят. Это был рискованный эксперимент, но мы им обещали, а слово надо держать. Дорогие друзья, передаем слово ребятам. А я точно могу сказать все. Точно. Я сегодня костюм Бэтмена, и я сегодня пожелать. Я желаю, чтобы все были счастливые, здоровые, никогда не болели. Я хочу пожелать радости и счастья. Я еще хочу пожелать, чтобы когда они выросли, они были счастливыми. Кто не знает, как меня зовут, а меня зовут Дауд, и мне 5 лет. В декабре все деревья в серебре, наша ёшка сказка, да, тема
Она не кисалась, елка идет пеню. Елка плакала сначала, а домашнего типа потом пока перестала, задышала, ожила. Меня зовут Альбина, мне 5 лет. Хочешь поздравить кого-нибудь с Новым годом? Давай. Я хочу поздравить с Новым годом моих друзей, родных, маму, папу, брата. Хочу пожелать Зосу много денег. Почему? Потому что им денег не хватает. Меня зовут Имашка. Мне 5 лет. Посмотрите, на какое красивое платье. А с Новым годом хочешь поздравить кого-нибудь? Я хочу всех поздравить с праздником, с Новым годом. С Новым годом! Ребята, а теперь самое время подвести итоги нашего новогоднего конкурса. Спасибо всем, кто участвовал, вы все большие молодцы. К нам присылали стихи и рисунки не только с нашей республики, но и из Дагестана и Элисты. Выбрать лучших было совсем непросто, но мы с Абдулмаликом это сделали. Вот эта замечательная кукла отправляется к Мариам Белавой, село Бабаюрт, республики Дагестан. А этого робота и еще одну куклу-красавицу получат наши самые активные участники Раяна Исрапил Зубаева из села Новый Энгиной. Ну а с победителем нашего конкурса вы познакомитесь прямо сейчас, если посмотрите сюжет нашей Хадижи. Чтобы встретиться с Маркой Муртазалиевой, победительницей нашего конкурса, наша съемочная группа отправилась в станицу Первомайская. В том, что это очень открытая и общительная девочка, мы убедились еще во время телефонной переписки. Личная встреча нас не разочаровала. Впервые увидела, что ведется вот этот конкурс, то я решила поучаствовать просто так. Не думала, что я выиграю. Ну, оказывается, у меня был шанс выиграть. Марк, вот ты нам прислала замечательное стихотворение и рисунок. Прочитай нашим маленьким телезрителям свое стихотворение. Вот и вечер наступил, мы садимся быстро, и знакомые нам лица улыбаются с экрана. Все, что интересно детям, передачи новости. Ну а новости простые, детские такие, в них и правда, и веселье, даже глаз не оторвешь. Все от А до Я расскажут, и советы нам дадут, чтобы было интересно малышам и взрослым. Покажи нам рисунок, который ты нарисовала. Ты же даже петличку нарисовала, это наша тайна. Ты большая молодец и абсолютно заслуженно победила. Марка отлично учится, поет, танцует, занимается в театральном кружке. Еще она очень любит читать и рисовать. Так что наша героиня очень даже разносторонний человек. Ну а самое главное, что она очень жизнерадостная и общительная. А знаешь, Хадиж, я в этот Новый год загадал, чтобы моя мама и папа, мои родители были здоровы, чтобы мои сестры в следующем году и, конечно, в этом году учились хорошо, но чтобы я тоже училась хорошо. И я для себя я загадала, чтобы все 11 классов я закончила на отлично. Когда я вырасту, я хочу стать или журналистом, или певицей. Вот. Спой нам, пожалуйста, что-нибудь. Вот такой у нас оказался замечательный победитель. Еще раз поздравляем Марку с победой в нашем конкурсе. Ну вот и все, ребята, нам уже надо прощаться. Мы увидимся с вами уже в следующем году, но это будет очень скоро. С наступающим Новым годом вас! Дорогие друзья, пусть все ваши мечты обязательно исполнятся. С Новым годом! Всего доброго! Ура, выходим! Мы не выходим. Почему? Потому что я сегодня